Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на республиканском онлайн-вебинаре для педагогических работников по теме «Причины и профилактика самовольных уходов из дома и общежитий организации среднего профессионального образования». Уважаемые коллеги, прежде чем перейти к реализации нашей повестки, я бы хотела сделать небольшое объявление. Сегодня я вас уже обзванивала. Еще раз хочу напомнить, что 3 декабря с 10 часов до 18 часов в нашем институте, в КРИРО, будет проходить большой методический семинар по разработке и внедрению программ воспитания в учреждениях среднего профессионального образования с участием федеральных экспертов. У нас приедут сюда представители Института детства Российской академии просвещения. Уважаемые коллеги, ректору нашего института Галине Владимировне, я думаю, что завтра вы уже получите письмо. Спасибо тем, кто быстро отреагировал на мою просьбу и направил уже списки участников на данный семинар. Я убедительно вас прошу, тех, кто это еще не сделал, если есть возможность, сделайте сегодня, если нету, завтра до утра. Я должна, в принципе, сегодня уже все списки отправить. Ждите письма и направляйте на мой электронный адрес. Ну что, прежде чем приступить к нашему вебинару, дорогие участники, я обращаюсь к вам, коллеги, чтобы вы помнили, что если у вас есть вопросы, если у вас предложения возникнут, если у вас есть пожелания, у нас есть чат, вот как раз вы там сейчас пишите. Не стесняйтесь, пишите, мы ответим, и наши эксперты ответят на все ваши вопросы. Безнадзорность ребенка и его самовольный уход из дома являются самой распространенной причиной совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. В этой связи профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных организаций призвана решать задачи по предупреждению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как самих несовершеннолетних, так и в отношении их. Каждый случай самовольного ухода ребенка из дома, из государственной организации зависит от множества причин. Стиля воспитания, физического или психического здоровья ребенка. Однако основную причину самовольного ухода ребенка на улицу нужно искать в семье. В окружении, когда ребенок живет вдали от родителей, проживает в чужом городе, в студенческом общежитии. Дети не всегда могут объяснить причину побега или попросту стыдятся своего поступка. Некоторые из них таким способом выпрашивают жалость к себе, привлекают к себе внимание, при этом рассуждая: ищут, значит, я кому-то нужен. Итак, на сегодняшней встрече мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Что такое самовольный уход? Классификация, мотивы и причины побегов. Какова же ситуация с данным видом девиантного поведения на территории нашей республики? Какие последствия может иметь самовольный уход? И каким образом у нас выстроено межведомственное взаимодействие по профилактике самовольных уходов? Каков порядок реагирования в случае самовольного ухода? Я бы хотела представить вам экспертов, которые будут сегодня с вами работать. Это Живилова Юлия Валентиновна, руководитель отдела социально-профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций Республики Коми, Республиканского центра психолого-педагогической медицины и социальной помощи. Юлия Валентиновна будет к нам подключаться. Со мной рядом сидит Литвинова Ольга Александровна, заместитель начальника ООД УУП и ПДН МВД по Республике Коми, а также Любовь Васильевна Кимпицкая, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми. Ну что, Юлия Валентиновна, вы готовы к нам подключиться?
Тема доклада Юлии Валентиновны как форма девиантного поведения, причины, мотивы, классификация, последствия, социально-психологическая работа с детьми, склонными к самовольным уходам. Мы видим вас, Юлия Валентиновна. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня хотелось бы поговорить именно о том, что самовольные уходы все-таки форма девиантного поведения. И детские проблемы на фоне проблем взрослых часто выглядят какими-то незначительными, надуманными. Ребенок, в принципе, так не думает. Это то, что с ним происходит, для него важно и значимо. Для него очень многие ситуации кажутся безысходными, и поэтому, когда в поле нашего зрения попадает девиантный подросток, девиантный ребенок, он особенно нуждается в профессиональной помощи, в тех специалистах, которые его окружают. Это может быть и психолог, и социальный педагог, и классный руководитель, и мастер, и любой педагогический работник, который есть в учреждении или в общежитии. И важно знать, что через такие девиантные проявления ребенок проявляет свои особенности и какие-то социально-психологические особенности, физиологические особенности, какие-то факторы социально-психологические или даже морально-духовные. То есть то, что ребенок нам показывает, это является совокупностью таких симптомов социального здоровья или нездоровья. И вот именно социальное нездоровье детей проявляется в их девиантном поведении. Об этом я бы хотела еще раз ваше внимание акцентировать. И последствиями самовольных уходов или других видов девиантного поведения являются безнадзорность, асоциальное поведение, правонарушение, закрепление каких-то индивидуально-личностных качеств, неискренность, лживость, стремление к примитивным удовольствиям, отрицательное отношение к систематическому труду, формирование и заострение патологических черт характера, эмоционально-волевой неустойчивости, аффективная возбудимость, иногда бывают депрессивные какие-то состояния, отгороженность, замкнутость и так далее. Что движет подростком? Девиантным подросткам. Конечно, нужно здесь сказать о девиантной мотивации, тех ценностях, потребностях, убеждениях, личных смыслах, которые имеют значение для данного человека и побуждают его каким-то нормативной действиям и активности. Вообще всей нашей жизнью и нашим существованием, бытием движут потребности. У человека есть потребности. Человеческие потребности, самые обычные, нормальные, например, потребность в комфорте, потребность в безопасности, иногда являются и становятся причинами отклоняющегося поведения в тех случаях, когда личность, когда человек испытывает дефицит в приемлемых способах их удовлетворения. То есть не знает, каким социально приемлемым способом можно удовлетворить свою потребность. И, соответственно, выходит на девиантные проявления. Мотивация девиантного поведения может иметь форму агрессивных, саморазрушающих побуждений, враждебных каких-то установок, корыстных, эгоистичных мотивов. И отклоняющееся поведение связано с дефицитом высших смыслообразующих и жизнеутверждающих ценностей, с духовным кризисом личности, эмоциональными проблемами и тесно связанными трудностями саморегуляции. Отклоняющееся поведение как раз так является показателем того, что у подростка есть какие-то эмоциональные проблемы, проблемы в саморегуляции. Ведущую роль в происхождении девиантного поведения можно отдать, скажем так, состоянию тревожности, тревоги у подростка, человека в целом. Нарушение вот эти вот саморегуляции, эмоциональные проблемы, они впоследствии могут повлиять и на проблемы в целеполагании, планировании, оценке, самоконтроле. Таким образом, вот эта совокупность проблем просто-таки толкает подростка на какие-то девиантные действия, в том числе и самовольные уходы. Вот. Негативно вследствие того, что
Есть какие-то проблемы, которые решаются социально неодобряемыми методами, и все эти действия, они накапливают негативный девиантный социальный опыт. Дезадаптивные поведенческие стереотипы, привычки и навыки формируются когнитивные искажения, дефициты, подкрепляемые социальными условиями. И, соответственно, в опыте индивида отсутствуют какие-то позитивные навыки, поведенческий дефицит испытывает человек. И все это создает основу для дезадаптации, дезадаптированности личности. В этой связи наша огромнейшая задача заключается в том, чтобы мы сообща, командно, систематически сотрудничая между собой, все сотрудники учреждения в ходе психологической, педагогической диагностики вовремя выявляли таких детей, у которых есть какие-то особенности личностные, предрасполагающие к девиантному поведению, были в поле нашего зрения, и дальнейшая педагогическая, психологическая коррекция позволила бы своевременно поработать с детками и их уберечь от дальнейшего погружения в девиации. Поскольку можно сказать, что самовольный уход – это своего рода призыв о помощи всех детей. Не только самовольный уход, но и любая девиация в подростковом возрасте – это все-таки крик о помощи, о том, что нужно на детей обратить внимание, о том, что у них есть трудности, которые они хотят преодолеть, но не знают, каким способом это сделать. И уходят в дурные компании, в трудные компании, в которых, опять же, попадают под влияние негативного лидера и, в принципе, находят то общение, которого им не хватало либо в среде сверстников, либо в общении со взрослыми. Итак, переходя к понятию самовольный уход, мы можем, вы видите на экране, рассматривать самовольный уход как социально-психологическое явление, которое зависит от характера взаимоотношений в ближайшем окружении, отсутствие чувства безопасности. Это ответная поведенческая реакция на стрессовую ситуацию, это характерологическая особенность личности, индивидуальная особенность личности вследствие нарушения психики или интеллекта. Это может быть групповая особенность, принадлежность к каким-то неформальным организациям, сектам. Это может быть массовая особенность личности при наличии какой-то угрозы войны, голода и других катастроф. В нашей ситуации мы можем говорить о первых двух пунктах, когда есть некоторая проблема во взаимоотношениях с ближайшим окружением, отсутствием безопасности и стрессовыми ситуациями, и тем дискомфортом, который испытывают дети, подростки в той среде, в которой находятся, будь то интернатное учреждение или общежитие, или учреждение, там, СПО, ну, то есть откуда ребенок бежит, или это может быть и дом тоже. Есть различные классификации самовольных уходов. Ну вот если рассматривать классификацию синдрома уходов по степени тяжести, то мы видим разграничение на легкую, среднюю, тяжелую, и видно в каждом пункте, если у вас открывается презентация, вы ее можете прочитать. Здесь в каждом пункте написано о том, что, вот, допустим, резидуально-органическая неполноценность нервной системы или умственная отсталость и так далее, или какие-то психические заболевания. И вы видите заголовочек такой: классификация синдрома уходов по степени тяжести. То есть мы говорим вот в данной ситуации о том, что уход может быть симптомом, синдромом психического заболевания. И эта классификация, я не буду на ней подробно останавливаться, касается именно болезненного состояния. Но то, что происходит в наших учреждениях, это все-таки немножечко из другой оперы. Поэтому мы переходим к следующему слайду и будем говорить о тех самовольных уходах, которые касаются нормальных деток, скажем так, здоровых, да. И здесь классификация следующая: мотивированные, немотивированные самовольные уходы.
Причины психологически понятны, если это мотивированный уход, и вытекают из конкретной ситуации, в которой оказался ребенок. Это может быть побег из лагеря, из больницы, детского дома, где подростка, например, унижали, либо сверстники, либо педагоги, родители, уход от какого-то серьезного конфликта. Это может быть на фоне острой психологической травмы, пережитого стресса в условиях именно касающихся здоровых деток, психически здоровых с экранным интеллектом. Ребенок либо не научился каким-то стратегиям реагирования на конфликтные ситуации и использует ему доступную стратегию ухода, избегания. И задача взрослых психологов, педагогов, классных руководителей, мастеров, ночных нянь расширить эмоционально-поведенческий репертуар реагирования подростка и научить его разнообразным стратегиям поведения, научить отстаивать свои позиции, свое мнение, свою точку зрения социально приемлемым способом, соблюдать при этом права окружающих, обращаться за помощью, не убегать никуда от своих проблем и не подвергать свою жизнь опасности и не ставить в неловкое положение тех, кто рядом с ним. Есть еще такой момент, что у подростка может наблюдаться акцентуация характера. Это укладывается в рамки нормы. И при акцентуации характера психологически понятна причина есть, но степень реагирования подростка не соответствует силе воздействия психотравмирующей ситуации. Психическая травматизация в этих случаях носит хронический характер. Это может быть безнадзорность, депривация, неудовлетворенность базовых потребностей ребенка или какие-то повторяющиеся эпизоды насилия. Реакции ухода возникают у акцентуированных личностей как обдуманные, подготовленные побеги, планируются. И вы знаете, что у подростков есть различные реакции, в том числе, например, реакции эмансипации или демонстрации, какие-то импульсивные действия могут быть. Вот если рассматривать разные акцентуации характера, например, у астеничных или эмоционально лабильных, сензитивных личностей реакции ухода могут проявляться в качестве пассивного протеста. У гипертимных и аффективно возбудимых, например, это может быть, побег может рассматриваться как реакция эмансипации, желание пожить какой-то своей свободной жизнью. У шизоидных личностей как реакция избегания общения, у истероидных как демонстрация, у неустойчивых как проявление какой-то сенсорной жажды, повышенной внушаемости, инфантилизма, уход из школы, например, от какого-то регламентированного режима, требований, некритичности к своим поступкам. Но вот мотивированные поступки для народа, скажем так, здорового, да, немотивированные поступки, причины непонятны. То есть если мы говорим, что мотивированные поступки мы можем понять, да, почему ребенок убежал, то при немотивированных самовольных уходах, в принципе, мы говорим о том, что есть какое-то психическое отклонение, расстройство. И здесь очень важно, чтобы мы учли, что побеги могут быть на фоне нарушений в сфере влечения или расстройства эмоциональной сферы, эмоционально-волевой сферы. И мы должны быть настороже, когда мы видим, что есть немотивированные уходы, значит, нам нужно обращаться уже к специалистам, не психологам, а психотерапевтам, психиатрам. И если, скажем так, мотивированные побеги, самовольные уходы остаются без внимания специалистов, психологов, социальных педагогов, то через какое-то количество повторов привести к закреплению такой привычки вредной и перейти на, скажем так, стадию более серьезную, да, к немотивированным
иметь такой немотивированный характер, и будет эта реакция ухода закреплена. Вот так вот. Типа, если мы говорим, можно дальше, следующий слайд, мотивы самовольных уходов. По данным мониторинговых исследований, вы видите на экране, это может быть жестокое обращение сверстников, желание избавиться от каких-то унижений, стремление избавиться от преследования, наказания за провинность, навредить, отомстить, непонимание воспитателей, стремление избавиться от строгих каких-то регламентов, желание добиться перевода в другое учреждение или побыть в одиночестве от скуки, желание пообщаться с детьми за пределами учреждений или с какими-то своими друзьями после, например, комендантского часа, желание проверить себя, показать, подражать, внезапно как-то испытав какую-то тоску по дому, родным. То есть вот это самые такие распространенные мотивы. Если мы говорим о другой типологии самовольных уходов, то в таком процентном отношении можно выделить эмансипационные уходы, это 45% выборки, их совершают дети от 12-15 лет, и вы видите, что поводом может быть и конфликт, ссора со взрослыми, жажда освободиться от надзора, совершается с приятелями, вот, начинается все с прогулов. То есть вот если изучать типологию, то можно какие-то тенденции для себя выявить. И если вы классный руководитель или куратор, или там, работник общежития, то нужно, взглянув на этот слайд, для себя понять, что самовольный уход – это уже такие плоды, которые мы пожинаем. Были предвестники, были, скажем, те звоночки, которые нужно было услышать раньше. Да, вот, прогул уроков, это понятно, в СПО, может быть, уже поздно воспитывать, но все равно куратор группы за прогулы ребенка должен взять на свое, скажем так, не вооружение, а под свой контроль, крылышко, так, чтобы его настроить на учебный лад и вместе с психологом, социальным педагогом все-таки поработать индивидуально, провести профилактику не в форме бесед или каких-то назиданий, а найти ключик к данному ребенку. Следующий тип, который может встретиться среди подростков, импульсивный уход, 25% выборки. Поводом может быть жестокое обращение, суровое наказание. Вот, совершается в одиночку. И видите, что вот эти импульсивные уходы, они все-таки очень опасны в плане того, что во время них могут быть суицидальные попытки. Дальше. Следующее. Демонстративные уходы, 20% от выборки. Поводом может быть стремление привлечь к себе внимание или вернуть это внимание к себе. Совершаются в одиночку и далеко не убегают. То есть, чтобы припугнуть, чтобы обратить на себя внимание. Это тоже как вариант, да, то есть если ребенок убежал, значит, он хочет на себя обратить внимание. Если значит, это внимание требует, значит, ему этого внимания не хватает. Нужно обеспечить, может быть, какого-то значимого взрослого в поле зрения ребенка поставить. Дальше. Драмоманические уходы – это внезапные, беспричинные уходы, немотивированные и совершаются в одиночку, попутчики здесь не нужны или они случайные. Но здесь можно говорить уже о наличии каких-то, скажем так, отклонений психических. 9% от общей выборки. Дальше. Последствия самовольных уходов вы видите на экране, что это могут быть различные формы асоциального поведения, правонарушения,
закрепление качеств, формирование заострения таких патологических черт характера, как эмоциональное выливание, устойчивость, мы об этом уже сказали в самом начале, да, эффективная возбудимость, замкнутость, тревожность, депрессивность и так далее. Что делать? Что делать, чтобы предупредить суициды? Ну, во-первых, здесь должна работать команда. Должна работать команда не только тех, кто непосредственно работает и находится рядом с детьми в общежитии или в учреждении. Это должна быть команда специалистов, педагог, психолог, социальный педагог, классный руководитель. И в связке работать над тем, чтобы сформировать такой банк данных детей и подростков, склонных к девиантному поведению, ну и в том числе самовольным уходом, побегом. Значит, первый пункт всех наших действий – это выявить тех деток, которые склонны к самовольным уходам с применением психологических диагностических методик или же педагогического наблюдения. И это позволяет организовать взаимодействие структур, работающих по проблемам несовершеннолетних. А после того, как выявлена вот эта база и банк данных детей, специалисты, уже психологи, социальные педагоги дифференцируют проблематику детей и молодежи, и те ситуации, в которых оказались дети, выявляют своего рода такие закономерности, тенденции и определяют инструмент, механизм, который может помочь в ситуации каждого конкретного ребенка. Ну, вы на экране видите те советы, которые бы хотелось, чтобы придерживался каждый педагог в своей практике, не только в ситуации уходов. Ну, во-первых, это партнерские отношения, которые все-таки должны прослеживаться в работе с подростками, и авторитарные методы, типа вот тех фраз, которые написаны, как я сказала, так и будет, нужно вообще исключить из своего лексикона и уже на, скажем так, волне сотрудничества общаться со студентами, с обучающимися, удовлетворять потребность в общении со сверстниками, со взрослыми, и подросткам общение нужно очень сильно, несмотря на то, что иногда они не хотят разговаривать, все-таки общение для них это, вот, тут вот так и написано, как дыхание, то есть оно необходимо, жизненно важно, даже если они от этого бегут. Нельзя угрожать, что выгоните их куда-то или иди вот на все 4 стороны. Такого типа заявления очень настраивают как раз в сторону побега детей, в сторону ухода от всей ситуации. То есть если мы отмахиваемся от ребенка, соответственно, ребенок понимает, что мы ему не нужны. То есть наши слова, наше все, наше все отношение к подростку, и он воспринимает как руководство к действию. Никаких таких фраз в речи не должно проскальзываться и слышаться. Конечно же, это досуг. Вот иногда от педагогов СПО или, скажем, тех студентов, которые там обучаются, слышат, что досуга нет. Ну, конечно, есть досуг какой-то, но в большинстве случаев студенты в свободное время предоставлены сами себе. Вот эти полезные, интересные занятия решили бы многие проблемы. К сожалению, это не так. Старайтесь принимать любые откровения подростка. То есть старайтесь создавать такие условия, когда бы подросток, ну, студент, выходил с вами на какие-то доверительные разговоры, чтобы у вас было для этого время и место. Не отбивайте у подростка желание советоваться с вами.
Ни в коем случае не высказывайте категорические суждения в адрес, вроде «я тебя предупреждала», вот я знал, что так получится, или знал, что так получится. С любой проблемой есть такие кураторы, к которым студенты бегут, просят совета, и даже после того, как закончат свое учреждение. В ситуации ухода не надо пытаться решать проблему силовыми способами. То есть некоторые взрослые, боясь очередного побега, прячут вещи там, и так далее, запирают. Это не поможет, а наоборот будет еще больше усиливать тягу к вот этой реакции ухода. Необходимо, вот если ребенок однажды убежал, это уже то событие, которое необходимо проанализировать, почему ребенку плохо, почему он ушел, почему он желает уйти, и искать вместе с ним пути выхода, но, опять же, не применяя каких-то авторитарных, агрессивных и репрессивных мер. Вполне возможно, что может потребоваться помощь специалистов, врачей, психиатра, психотерапевта. И хорошо, если бы был какой-то частный специалист, который мог бы тет-а-тет переговорить с детьми, с подростками, уже взять, как бы был таким семейным доктором, с которым можно было бы решать такие вот деликатные темы. Обманывать нельзя. Тут так и пишем, что обманом заманивать к врачу не нужно. И вообще с детьми нужно искренне проговаривать все проблемы и все ваши чувства, которые вы испытываете в ситуации его ухода из учреждения или общежития, чтобы не было никаких недомолвок. Ну, поскольку мы сейчас общаемся как специалисты учреждений и тех людей, которые работают с этой проблемой, во-первых, нужно для себя понять, кто курирует эти вопросы, и чтобы в ситуациях сложных знать, к кому обратиться за помощью, советом и консультацией. А обязательно в вашем времени трудовом распорядке должно быть время, которое бы отводилось на профилактику как самовольных уходов, так и других видов девиантного поведения. А определить свою компетентность в этом вопросе, если компетентности недостаточно, то стараться повысить уровень своей компетентности через различные курсы. Сейчас есть много онлайн-площадок, которые помогают освежить какие-то теоретические знания и практические навыки в плане взаимоотношений, взаимодействия с подростками, как найти к ним такие вот ключики, как вывести их на доверительное общение, как, скажем так, быть для них авторитетом и лидером, как организовать досуг и море различных конспектов, мероприятий, которые можно было провести в общежитии, в учреждении, в детском доме и так далее. И в вашем арсенале должна быть не одна профилактическая программа, которую бы вы могли бы реализовать и в индивидуальном порядке, и в группе. Обязательно взаимодействуем с субъектами профилактики, и чтобы ваш ребенок ушел, потерялся, была возможность какие-то контакты и с каких-то специалистов быстренько подключить к поискам и возвращению ребенка домой. Хотелось бы сказать, что мы, как центр, в принципе, тоже можем в этом вопросе вам посодействовать. Я хотела бы обратить внимание, что на сайте нашего центра есть методические материалы, которыми можно было бы воспользоваться, скажем так,
изучении вопроса самовольных уходов, в том числе книга «Как удержать», как работать с детками, у которых есть определенные трудности в плане девиаций. Есть на нашем сайте портал «Живы жить», где можно эти материалы найти, как для педагогов, так и для родителей. Есть достаточно материалов, то есть, пожалуйста, пользуйтесь. Вы, кроме того, можете обратиться и к нам в Центр за консультацией, если возникают какие-то вопросы, сомнения. Будем рады всем помочь. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлия Валентиновна. Ну а мы продолжаем. Количество детей и подростков, совершивших самовольные уходы из дома, детских учреждений и ведущих бродячий образ жизни, ежегодно увеличивается. Согласно статистической отчетности Министерства внутренних дел Российской Федерации, ежегодно в местном и федеральном розыске находится около 45 тысяч детей. Каждый четвертый совершал такие уходы неоднократно. И возраст детей, которые уходят, убегают, молодеет. За 2020 год из 849 детей, сбежавших из дома или госучреждений, так или иначе столкнулись с криминалом. Жертвами преступлений стали 114 из них, при этом 24 ребенка были убиты. А какова ситуация на территории нашей республики? Каковы причины уходов детей? Кто несет ответственность за бродяжничество детей? На эти вопросы нам ответит Ольга Александровна, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые руководители. Еще раз представлюсь. Меня зовут Литвинова Ольга Александровна. Я являюсь заместителем начальника УБЛ-ППДН по Республике Коми и являюсь непосредственным начальником подразделения по делам несовершеннолетних. Изначально хочу предложить, если вдруг у вас какие-либо вопросы, имеется недопонимание с сотрудниками ПДН, да, МВД, прошу обращаться ко мне напрямую. Мой номер телефона 8 927 061 62 63. Еще раз повторяю, 927 061 62 63. Будем разбираться в ситуациях, буду помогать, чем смогу, и в свою очередь буду, соответственно, просить помощи у вас по каким-либо вопросам. Вот согласно анализу приведу несколько порядок цифр, да. За 10 месяцев 2021 года в территориальные органы внутренних дел по Республике Коми возросло количество заявлений и сообщений, поданных на розыск несовершеннолетних, на 4,5%. Честно говоря, когда я увидела эту цифру, то есть в прошлом году у нас было 1564 заявления. В этом году, хочу обратить внимание, это за 10 месяцев, 1634 сообщения. Это очень большое количество. Вот за истекший период ноября у нас уже порядка 70 сообщений. За один месяц порядка 70 сообщений о том, что у нас уходили дети. Ну, очень большое количество. Но при этом число несовершеннолетних, совершавших уходы, у нас за 10 месяцев уменьшилось на 8,5%. Это с 791 лица до 724. То есть это говорит о том, что у нас возросли повторные уходы. Необходимо обратить внимание, что у нас снизились уходы, то есть мальчиков, возраст у нас снизился из 10 и до 14 лет. Единственное, у нас осталось на уровне прошлого года, это уходы девочек, да, и возросло у нас количество уходов именно в возрасте с 15 до 17 лет. Наибольшую
вес, да, удельный вес поданных заявлений в розыск от общего количества несовершеннолетних составил самовольные уходы, конечно, это из домов, это 62%, или 449 сообщений, из них 289 это были повторники, что необходимо обратить внимание, да, о чем я и говорила, у нас возросло повторные уходы. Самое большое это Сыктывкар, 90 сообщений, из них 34 неоднократно. Ухта 46, из них 5 неоднократно. Город Печора 29 и, соответственно, 6 неоднократно. Воркута 40, из них 11 неоднократно. Из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступило в отношении 141 несовершеннолетнего сообщения. Да? Самое большое, конечно, и что вызывает тревогу, это детский дом номер 17 в отношении 41 несовершеннолетнего, детский дом номер 18, это в отношении 11 несовершеннолетних, детский дом 13, это 9 несовершеннолетних, и дом номер 4, это 6 несовершеннолетних. Наибольшее количество сообщений о розыске у нас также еще поступают из учреждений социального обслуживания. Это 47 лиц ушло у нас. Всего на территории России, Республики Коми из общежитий и образовательных учреждений совершили уходы 73 несовершеннолетних ребенка. Это Воркутинский политехнический техникум, 4 несовершеннолетних. В отношении 20 несовершеннолетних поступили сообщения из Коми республиканский агропромышленный техникум, и в отношении 13 несовершеннолетних это Коми республиканский агропромышленный техникум, Сысольский район. То есть первый это Сыктывдинский район был, а это Сысольский. Из медицинских учреждений поступило сообщение о розыске 13 несовершеннолетних. За 10 месяцев текущего года 10 несовершеннолетними, которые были объявлены у нас в розыск, совершено 8 преступлений и 23 административных правонарушения. При этом было совершено одно общественно опасное деяние. Кроме этого, все данные лица, то есть несовершеннолетние, в обязательном порядке были поставлены у нас на учет. По состоянию на 1 ноября на учете за антиобщественную деятельность состоит 131 лицо несовершеннолетнее. У нас, да, наблюдается небольшое снижение, но буквально на 4 лица. Я считаю, что это не такая огромная цифра. Всего за совершеннолетними, допустившие уход из дома и государственных учреждений, закреплено 37 наставников. Уважаемые руководители, прошу обратить внимание, да, какое у нас количество лиц несовершеннолетних, которые у нас уходят, и только 37 наставников. Но, может быть, человек широкой души, да, необъятные руки, но невозможно такое большое количество закрепить за таким маленьким количеством наставников. Далее. Имеются нулевые результаты о недостаточной организации работы по направлению информации по без вести пропавшим. Да, это город Выктул. Могу ошибаться в названии, сразу прошу прощения. Прилужский, Кировский район, Усть-Селенский, Княжпогосский, Усть-Куломский район. То есть с этими территориями у нас пока взаимоотношения, скажем так, взаимообмен информацией не достаточно налажен. За текущий период выявлено и составлено 40 протоколов по статье 5.35 на родителей за неисполнение контроля за воспитанием несовершеннолетних, в том числе 12 повторно. То есть родители, ну, не понимают, да, нету понятия ответственности, скажем так, в том числе и за несвоевременное обращение в полицию по розыску лиц. И 2 протокола у нас составлены на опекунов. Установлено местонахождение 646 несовершеннолетних, в том числе в дежурные сутки 491. То есть сообщайте, и сразу в эти же дежурные сутки лица у нас находятся. При этом МВД по Республике Коми неоднократно обращалось внимание субъектов профилактики на сложившуюся ситуацию.
Так, в мае текущего года главе Республики Коми направлена информация о проведении анализа самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений по итогам 4 месяцев. В том числе справочно в адрес директоров детских домов города Сыктывкара, города Усинска, города Печоры направлена дополнительная информация об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений и иных антиобщественных деяний. В августе текущего года ухода детей носили массовый характер, до 10 человек. Зарегистрированы факты возвращения подростков в состоянии то есть различных видов опьянения. Уходы из государственных учреждений для несовершеннолетних чаще всего способствует отсутствие общественно полезной занятости, то есть отсутствие контроля со стороны воспитателей и иных работников учреждения. Также хочу добавить, вот с учетом того, что я в вашей республике, да, буквально месяц, с 1 числа только я к вам сюда прибыла, уже обратила внимание на... в ходе разговоров, да, общения с руководителями разных уровней, столкнулись с такой проблемой, что у нас ребенок уходит, одна из причин, то есть вот как уже и сказано, да, отсутствие заинтересованности ребенка. То есть он обучается в том заведении и той профессии, которая ему неинтересна. Но ему сказали, вот ты идешь туда. Вот я, может быть, еще не совсем разбираюсь, да, в этой специфике, но вот проходила у нас девочка буквально недавно, да, был уход, смотрю по справке, учится на слесаря. Но вы меня простите, какая может быть заинтересованность у девочки, если она учится на слесаря? Может быть, я могу предположить, да, что в учебном заведении нету подобающего профессии, да, специальности, но, может быть, как-то этот вопрос надо решать. То есть есть у нас индивидуумы, да, мальчики занимаются шитьем, другим каким-либо, скажем так, женской профессией, а девочки наоборот. Но я сомневаюсь, что, к сожалению, среди наших детей вот имеются такое большое количество, чтобы, ну, их 2-3. Поэтому вот если есть такая возможность, прошу обратить в первую очередь желание ребенка по той профессии, которую он желает приобрести, что ему интересно. Далее, сотрудниками дежурных частей органов внутренних дел отмечается, что при обращении о факте самовольного ухода воспитатели не владеют информацией о дате рождения воспитанников, место их обучения, не могут назвать приметы подростков, либо в чем они были одеты на момент ухода. Кроме того, первоначальные разыскные мероприятия силами работников государственных учреждений проводятся формально. Воспитатели не знают алгоритма действий по розыску детей, как действовать в той или иной ситуации. Как правило, мы уже неоднократно, даже еще раз повторюсь, вот за мой период, да, что я тут недавно, ребенок ушел в 4 часа, 15 минут, через 15-20 минут нам уже поступает о том, что он самовольно ушел. И все, вы сделали сообщение, ну не вы, а воспитатели, там, ваши подчиненные, может быть, вы сделали сообщение о том, что ушел ребенок, и все. Никаких действий вами не предпринимается изначально. И, к сожалению, большинство руководителей, воспитателей, в том числе и родителей, да, если мы говорим об уходах из семьи. Буквально вот также недавно был случай, когда папа заявил, я сделал сообщение в полицию, это их работа, они за это получают деньги, пускай ищут. А папа сидит дома в тепле, на диване, кружка чая, телевизор, компьютер, все у него. И, к сожалению, вот такая же проблема обнаруживается и вот в воспитателях, и в руководителях и детских домов, и приютов, и других учреждений, где ограничиваются своим, скажем так, гражданским долгом, телефонным сообщением в дежурную часть. И все. Я со своей стороны прошу вас поменять такое отношение
мы будем готовить определенные документы, да, на Министерство образования, чтобы как-то эту ситуацию, чтобы у нас была совместная с вами работа, в первую очередь совместно со всех сторон, откуда возможно, чтобы эта работа и ответственность не ложилась на одни плечи. Далее, самовольные уходы в основном совершают одни и те же несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН, для которых характерно девиантное поведение. Данные лица не признают предъявляемые к ним требования со стороны учреждений, и их действия носят демонстративно-показательный характер, вызванный чувством полной безнаказанности за совершение антиобщественного действия бродяжничества. Да? В связи с изложенным выше проблему прошу предусмотреть проведение дополнительных мероприятий по профилактике самовольных уходов. В свою очередь, МВД по Республике Коми было предложено рассмотреть вопрос об участии руководящего педагогического состава детских домов в первоначальных мероприятиях по установлению местонахождения воспитанников в дальнейшем совместно с сотрудниками органов внутренних дел, о чем я уже как бы говорила. Да? В принципе, у нас были факты, вот, да, о чем я уже говорила ранее, о том, что при сообщении в дежурную часть воспитатель либо руководитель не владеет полной информацией. То есть конкретно во сколько ушел ребенок, в чем он одет, имеется ли у него телефон. Если это ребенок ранее уходящий, да, он не владеет информацией, где ребенок был обнаружен, круг его общения, имеются ли родственники у ребенка, если мы говорим про детский дом, да, приют, если ребенок ушел, либо из общежития учебного заведения, имеются ли у него родственники на территории вашего муниципального образования, да, населенного пункта. Чтобы нам сократить круг, скажем так, розыска, чтобы побыстрее обнаружить этого ребенка. Чем больше мы получим информации, соответственно, тем быстрее будет результат. То есть ребенок будет найден, и у нас не будет каких-либо серьезных проблем, в том числе, вот и, к сожалению, есть у нас, да, суициды законченные. Надеемся, что такого больше у нас не будет, и будем предпринимать все меры к быстрому поиску ребенка. Но еще раз повторяю, это наша совместная работа, а не только наша. Ну, с учетом вот обстановки, читаю каждый день сводки, и очень часто, конечно, больше всего вопросов к Печоре, да, ну там определенная ситуация с детским домом, с руководителем. Но очень часто я вижу, что руководитель детского дома не принимает участие, я говорю сейчас не только про Печору, очень часто не принимают, либо прямо у нас в сводках прописывают, отказывается принимать участие в организационных мероприятиях. Уважаемые руководители, но вы меня простите, еще раз повторяю, это не только наша работа, это совместная, вы за них отвечаете так же, как и мы. Поэтому надеюсь, что у нас работа будет налажена, взаимодействие будет налажено. Задавали мне вопросы, да, по поводу возможности БСТМ, да, то есть возможности отследить телефон несовершеннолетнего. В прошлом году и в этом году в нормативно-правовые акты внесены изменения, согласно которым, если ранее это было возможно только на основании возбужденного уголовного дела, в данный момент у нас изменены нормативно-правовые акты, и уже по постановлению руководителя территориального органа МВД БСТМ может внести, то есть обнаружить телефон, провести определенные мероприятия по обнаружению, где находится телефон. Это, конечно, занимает какое-то время на составление документов, но на данный момент в любом случае это уже у нас законно и есть такая возможность. Также очень часто, ну не то что часто, но вот задавали мне вопросы, опять же, вот за тот период, что я тут у вас. Если ребенок находится, вот как я уже говорила, у родственников, да, у родственников, у знакомых,
имеется ли какая-либо возможность нам привлечь данное лицо за удержание лица? Вот тут надо понимать и разграничивать. Если взрослый насильно удерживает ребенка, и ребенок хочет, да, он пришел к нему в гости, хочет вернуться в учебное заведение, в общежитие, там, в приют, да, в детский дом, навестил он его и хочет вернуться, а взрослый родственник насильно его удерживает, тогда да, это уголовная статья. Но, насколько я владею информацией, таких случаев у нас нету. Как правило, несовершеннолетний сам не хочет уходить. То в такой случай у нас нету никаких законных оснований привлекать совершеннолетнего, да, родственника, либо друга, знакомых какой-либо ответственности. То есть ребенок сам изъявляет желание находиться по данному адресу. Это уже, опять же, повторюсь, наша с вами задача убедить ребенка о том, чтобы он вернулся в то учебное заведение, откуда он ушел. В принципе, у меня все. Если есть какие-либо вопросы, готова ответить. Спасибо большое, Ольга Александровна. Нам пишет уже Любовь Васильевна, потому что у нее готовится следующее мероприятие. Любовь Васильевна, мы даем вам слово. И к нам присоединяется ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Республике Коми Любовь Васильевна Кимпицкая. Добрый вечер. Добрый Я вечер, Васильевна. послушала и Ольгу Александровну, и Юлию Валентиновну. В основном, конечно, все, что я хотела бы вам сказать, в принципе, они перечислили в той или иной степени. Но я хочу напомнить нашим уважаемым руководителям профессиональных образований, и не только профессиональных образований, потому что, как я поняла, у вас круг слушателей гораздо больше, да, нежели заявлено. Я хотела напомнить о приказе, который, к великому сожалению, у нас, видимо, забылся, и его надо вспомнить. У нас есть такой приказ, он называется «О некоторых вопросах взаимодействия по розыску несовершеннолетних» 2020 года. Так вот, уважаемые коллеги, в этом приказе очень четко распределен порядок действия образовательных учреждений при самовольном уходе несовершеннолетних. К сожалению, мы этот приказ немножечко подзабыли. Первое, что должно быть? В обязательном порядке в образовательных организациях должен быть приказ о закреплении ответственности по взаимодействию, вернее, даже так, с территориальными органами внутренних дел в случае самовольного ухода несовершеннолетнего из образовательной организации. Желательно, конечно, чтобы данная информация была в подразделениях по делам несовершеннолетних городов и районов нашей республики, для того, чтобы при поступлении звонка о самовольном уходе несовершеннолетнего обязательно могли работники подразделений, работники МВД конкретно уже обратиться по телефону к тому, кто не исполняет, а за кем распределены обязанности в данной части. Ну, то, что незамедлительно обеспечить сообщение, я об этом уже повторяться не буду. Но теперь еще один вопрос, с которым мы сталкиваемся. Да? При помещении детей несовершеннолетнего в органы внутренних дел. Если, допустим, часто бывают вот у нас такие ситуации, что ребенок у нас убежал, допустим, с Ухты, добежал благополучно до Сыктывкара, но время 22 часа, что с ним делать? Естественно, мы знаем, что задерживать ребенка мы можем на 3 часа.
органы внутренних дел, с Ухты за 3 часа не доберешься, поэтому проводится совместная работа о помещении этого ребенка в центр до того, как приедут законные представители на тот момент ребенка, да, либо руководитель образовательной организации, за которым закреплен ребенок. То есть вот здесь, вот уже Ольга Александровна говорила, я тоже хочу подчеркнуть. Тут самое основное – это принципы нашего взаимодействия, не перекладывая ни на кого, ни на чего. Потому что вы прекрасно понимаете, органы внутренних дел, люди в погонах, у них есть определенные инструкции, определенные временные рамки. Мы с вами, с другой стороны, если это будем говорить о детских домах, да, то на тот момент руководитель, законный представитель, он отвечает так же, как мы отвечаем за своих детей, за этого ребенка. Поэтому здесь путем взаимодействия мы помещаем ребенка либо в медицинское учреждение, если для того есть какие-то показания, либо в реабилитационные центры для несовершеннолетних, связываясь с социалкой. Какие вот здесь уже говорила Ольга Александровна, что у нас, когда мы приезжают, вернее, органы внутренних дел, приезжают в учреждение, нам не могут толком сказать, кто, что и как. А ведь когда-то у нас была практика, и об этом говорится в нашем межведомственном приказе. Мы четко знаем детей, которые у нас склонны к самовольным уходам. И вот не то, что просто мы должны знать, в чем он ушел. У нас должна быть накопительная папка. Мы об этом говорили. Фотография ребенка, который склонен, все адреса, все фамилии его родственников, окружение его друзей. Ведь у нас ребенок может уйти, еще раз говорю, ну, условно говоря, с Ухты, а родственники у него живут в Прилукском районе. Он и туда может убежать. Мы четко должны сотрудникам внутренних дел дать эти сведения о том, где может предположительно находиться данный ребенок. Если мы, ну, сейчас мы знаем, что мы ищем с вами самостийно, да, применяя свои, если мы уже видим, что невозможно, мы обращаемся в полицию для совместного, все-таки для совместной работы по розыску данного ребенка. Я подчеркиваю, для совместной работы. Если вдруг нам ребенок отзвонился или где-то в группе мы увидели, что написал, или кто-то написал, что видел его там ли, мы незамедлительно должны сообщать это в дежурную часть. Если прибыл у нас ребенок, то же самое, мы должны незамедлительно сообщить для того, чтобы розыск прекратился, и мы не тратили время на его розыскные мероприятия, и время, и ресурсы, и так далее. В каждом случае безвестного исчезновения или самовольного ухода мы должны проводить служебное расследование. Как бы оно ни завершилось, мы должны выяснить причины, способствующие самовольному уходу данного ребенка, с указанием всех тех особенных моментов данного ребенка. Ведь вот я единственное прослушала, но за 2020 год, вот смотрите, у нас целая куча, сотни самовольных уходов, а их совершило всего 87 человек. 87 человек. То есть убегают они у нас одни и те же, и поэтому досье, так скажем, накопительная папка должна обязательно быть в каждом образовательном учреждении, на каждого, кто у нас склонен к самовольным уходам. Четко заполняться документы, да, которые у нас говорят о том, когда мы сообщили, когда поступили. Вот вам был дан, я не знаю, опять-таки, когда этот верстался приказ, давайте я назову вам номер для того, чтобы кто-то забыл. Значит, это приказ от 4 июня 2020 года, номер 182/240-П/638
6/184. Этот приказ у нас четырехсторонний. Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство социального развития и Министерство внутренних дел, то есть образования, простите. То есть это наш настольный приказ, которым мы должны руководствоваться. И там в этом приказе есть четкий перечень, то, что мы должны обязательно иметь на этого ребенка. Ну, безусловно, это фамилия, имя, отчество. Если вдруг по каким-то причинам фамилия изменялась, мы обязательно должны указывать, когда изменена фамилия и по какой причине. Ну, естественно, полная дата и место рождения, предыдущие места регистрации. Если у нас ребенок, а как правило, у нас бывает так, что они зарегистрированы по нескольким адресам, были. То есть вот эти все бывшие адреса мы должны тоже знать. Безусловно, все сведения о родителях и законных представителей, сведения о родственниках с их адресами. Ведь дети очень часто бегут у нас к мамам, которые лишены родительских прав. Даже, может быть, это и есть, даже, может быть, мы понимаем, что мама, лишенная родительских прав, была когда с сыном на одной фамилии, а сейчас она может иметь другую фамилию, мы тоже должны это учитывать. Ну, гражданство, понятно. И самое главное, портрет несовершеннолетнего. Вот то, о чем говорила Ольга Александровна. Словесный портрет несовершеннолетнего. В чем он одет, как он одет, что он при себе имеет и так далее, и так далее. И окружение, как я говорила, его друзей со всеми данными, которые есть. Вот это основные моменты, которые указаны в данном приказе. И если мы действительно будем их исполнять, а это не так сложно, иметь эту накопительную папку и потом просто-напросто добавлять в нее те моменты, которые у нас изменяются с самовольными уходами, это облегчит работу и нам, и облегчит работу органам внутренних дел. Прошу вас еще раз, мое выступление так мне и нацелили, чтобы я вам еще раз напомнила об этом приказе. И я прошу вас это учесть и работать в соответствии с данным приказом. Спасибо. Спасибо большое, Любовь Васильевна. Уважаемые коллеги, Любовь Васильевна в своем выступлении акцентировала ваше внимание, что на территории нашей республики по розыску несовершеннолетних действует межведомственный приказ. Вы его сейчас видите на нашем экране, да, самый последний, от 4 июня 2020 года. Очень большая просьба его дополнительно изучить. Он имеется в свободном доступе в интернете. При изучении обратить особое внимание на раздел 3. Это организация деятельности субъектов системы профилактики по вопросам самовольных уходов детей и из государственных учреждений. И особенно обратить внимание на приложение номер 2. Это перечень сведений и документов на несовершеннолетних, допустивших самовольные уходы, либо находящихся в розыске органов внутренних дел. И третье приложение – это перечень вопросов представителю государственной организации о несовершеннолетних, допустивших самовольный уход, либо находящихся в розыске органов внутренних дел. Итак, коллеги, подведем итоги нашего вебинара. Основными задачами по предупреждению самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних являются защита прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, проведение социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам и оказание им медицинской помощи. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, как совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении их.
Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних рассматривается сегодня не как изолированный комплекс мер, а как неотъемлемая часть воспитательной работы, призванная обеспечить решение общих задач социализации и воспитания взрослеющей личности, использующая средства образовательных, социальных, культурных и общегосударственных учреждений, организаций и направлена на обеспечение сотрудничества правоохранительных органов, культурных, образовательных, учреждений социального обслуживания населения в планировании, организации и содержании профилактической деятельности. Разработку и использование адекватных критериев оценки профилактической деятельности с обозначенными учреждениями и организациями. Профессиональную подготовку специалистов, способных оказывать социальную, психологическую, педагогическую помощь детям с трудностями в социальной адаптации. Организацию и методическое обеспечение процесса правового просвещения детей и подростков. Организацию непрерывного информационного взаимодействия между всеми субъектами профилактики с целью осуществления мониторинга эффективности профилактической деятельности. И еще на что бы мы хотели обратить ваше внимание. Если на улице вы столкнулись с чужим беспризорным ребенком, не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая вид, что не замечаете его. Постарайтесь помочь этому ребенку, попытайтесь заговорить с ним, обратив внимание на его внешний вид, состояние здоровья, попробуйте выяснить, где он живет, кто его родители и почему он оказался один на улице. В случае выявления беспризорного ребенка или совершения несовершеннолетним самовольного ухода незамедлительно обратитесь в дежурную часть территориального органа внутренних дел, где вы проживаете. Ну а при возникновении чрезвычайной ситуации вы всегда можете позвонить по единому номеру экстренных служб 112. По этому телефону можно вызвать полицию, скорую помощь, спасателей или пожарную службу. Все звонки на номер 112 бесплатны. Услуга доступна даже тогда, когда у абонента нет денег на счете. Уважаемые коллеги, я сегодня благодарю за выступление всех экспертов и вас, уважаемые коллеги, за участие в нашем вебинаре. И напоминаю вам, что следующая наша встреча состоится 29 ноября в 16 часов, и тема «Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения, вовлечение детей различных возрастных категорий в ряды ЮИД». До свидания, до встречи 29 ноября. Берегите себя и своих близких, терпения вам всем и мудрости. До свидания.